Новый старинный ингушский вальс в живом исполнении. В зале представители научной интеллигенции со всей страны. Профессора из институтов Грузии, Азербайджана, Кабардино-Балкарии и Чечни. Эта конференция не совсем обычная. У серьезного мероприятия более праздничный характер. Международная научно-практическая конференция приурочена к 25-летию региона. Имея свою государственность, любая нация и народ получает возможность для стабильного социально-экономического, политического и так далее, развития. И тот факт, что сегодня мы с вами празднуем 25-летие нашей республики, и то, что мы сегодня видим у нас в республике, динамичное развитие нашей республики, я думаю, является ярким подтверждением того, что действительно государственность для любого народа является основанием его развития. Историки, культурологи, политологи и лингвисты, а также представители власти и общественные деятели. Разделить радость ингушских коллег собрались представители разных национальностей. Открывая юбилейную итоговую конференцию, ее гостям и участникам зачитали приветственный адрес от главы Ингушетии. Радует, что в рамках конференции будут рассмотрены вопросы выстраивания диалога между представителями разных субъектов России и зарубежья, которые, надеюсь, примут активное участие в работе сегодняшней конференции. Желаю конференции успешной и плодотворной работы, а гостям и участникам здоровья, удачи, благополучия и научных достижений. С уважением, глава Республики Ингушетия Ювкуров. После торжественной части пленарные доклады первым к трибуне выходит доктор юридических наук Бексултан Сайнароев, который стал лидером ингушского национального движения в 90-е годы, когда Северный Кавказ после распада СССР бурлил в преддверии грядущих политических потрясений. По словам Бексулта, самый счастливый день в его жизни – день провозглашения Ингушской республики. Образование государственности – это означает, что сохраняется нация, сохраняется язык нации, ее культура и все атрибуты нации. Мы сейчас стали равноправным субъектом Великой России. Политическая элита Кавказа и национальное территориальное образование в 20 веке. Ингушетия в системе государственного строительства и этнокультурного развития России. Депортация народов Кавказа. Темы, внесенные в повестку встречи, соответствуют заданной тематике. В своих выступлениях, поздравляя коллег, приглашенные гости отмечают достижения региона. Впервые приехав в Ингушетию, я восхищена вашим гостеприимством, великолепным уровнем организации конференции. В рамках своих научных интересов я исследовала проблему депортации в художественном воплощении литературы Ингушетии. Очень жалею, что не смогла приехать раньше и сделать это не по текстам, которые доступны в печатных изданиях, а поработав в вашей прекрасной библиотеке. Нация без государства носит неполноценный характер, но не менее значимо сохранять единство среди многочисленных народов страны, которое передается от поколения к поколению из глубины веков. Я не могу ни чеченцев, ни ингушей, и даже Грузия здесь, и даже, Дагестан, и Осетия, понимаете, вот настолько все переплетено, что вот этот общий ковер, он, как говорится, у него свои узоры, и никак, как говорится, не получается его, и я думаю, никому не получится перекроить его. Нас связывает корни общие, нас связывает наша история. Международная научно-практическая конференция «25 лет Ингушетии» продлится 3 дня. Впереди еще работа в 2 секциях и свыше 20 докладов. Для гостей и участников, помимо дискуссионных секций, подготовлена обширная программа, включающая в себя экскурсию по главным достопримечательностям равнинной части региона. Фериде Мишоева, Ильяс Ханиев, Рахман Суров. Новости 24.